Мечтайте. Это очень обширное понятие, наверное, на него можно отдельный подкаст записывать. А в Германии ты живешь 13 лет. Болталки. Это Мгм. очень классно. Привет, Юль. Привет. Как у тебя дела? Отлично, у тебя? У меня замечательно. И погода сегодня тоже нам повезло с ней. Да уж, это точно. Задумка такая. Я недавно начал вести YouTube-канал. Ты ведешь его уже несколько лет. Я веду всего несколько месяцев. Поговорить о социальных медиа, о том, какие у тебя были успехи, чему ты научилась, поделиться своим опытом и поговорить на планах о будущем, а также погулять по городу Штутгарт. Да, с удовольствием. Скажи о себе. В каком городе ты родилась? Откуда приехала? Вообще, изначально родилась я в Читинской области, потом мои родители переехали и уже основную часть моей жизни жила в Иркутской области и в Иркутске закончила университет. А в Германии ты живешь 13 лет. Практически так. Все это время в Штутгарте? Нет, в Штутгарте я не так давно. Тоже приехала во времена короны сюда. Во времена короны. В 2020 году. Мгм. Что тебе нравится в Штутгарте больше всего? В Штутгарте, честно говоря, Штутгарт я не очень люблю. Из всех больших городов Германии мне Штутгарт, наверное, нравится меньше всего. Но сама земля Баден-Вюртемберг мне нравится. Мне нравится, что здесь природа классная и небольшие города вокруг. Очень Мгм. приятные. Здесь очень зелено, очень много цветов. Мне кажется, здесь цветов, наверное, больше всех из всех больших городов Германии, где я была, потому что они просто на каждом шагу. И самое важное, здесь теплее всего в Германии. Несмотря на сегодняшнюю погоду, Да, сегодня денек задался. Дождливый немножко. но на самом деле, да, здесь действительно теплее всего. Я видел у тебя на канале, ты любишь путешествовать. Вообще я люблю Канарские острова. Все практически. Я еще не на всех была, но на которых я была, мне понравились. Но говорят, что там в зависимости тоже от того, у кого какие интересы и кто какой отпуск любит. Мы любим и пляжный отпуск совмещать вместе с активным отпуском. Мы довольно активные, то есть пляж у нас может быть максимум там 2-3 дня, и потом мы уже по острову ездим, комбинируем это все, Мгм. и пляж, и путешествия и так далее. Поэтому Канарские острова довольно обширны в этом плане, что можно посмотреть очень много достопримечательностей, Мгм. вот полазить там по горам, хайк поделать и так далее. Нравилось еще давно. Я была на Шри-Ланке, это был очень интересный опыт. В Азии вообще я была первый раз там, и пока что больше в Азии я не была, но Шри-Ланка была интересна в плане того, что это было что-то другое. Мгм. Там не нужно, конечно, ожидать вот этого вот всего, как в Европе, инфраструктуры и так далее, Мгм. но это просто другой опыт. И это очень интересно. Сам океан, сама зелень, как будто просто там тысячи цветов зеленых вокруг. Это Мгм. очень классно. Мне в Греции понравилось. В Греции тоже хорошо. А именно атмосферой, культурой или Атмосфера, природой? люди. Я обычно всегда Мгм. беру достопримечательности, какие приятные люди вокруг Мгм. и как все инфраструктура более-менее, чтобы была Ясненько. нормально. А если посмотреть по планке бюджета, с чего лучше было бы начать, что более экономичным вариантом, скажем так, Это для смотря начинающего? какой отпуск. Греция или Ясно. Канары. Ну и Или ближе, да, от в нас. принципе, от Да, Германии, если конечно. отсюда смотреть. По-моему, из Штутгарта дешевле, наверное, перелеты будут на Канарские острова, мне кажется. Потому что здесь намного больше лоукостеров в ту сторону летает. Мгм. Но можно из других городов вылетать. Там тоже бюджетные варианты и в Грецию, и в другие направления отсюда. Ты ведешь YouTube-канал уже несколько лет. Как ты пришла к этой мысли? Мне просто стало скучно. Насколько я помню, начала после короны. Не после короны, а во время короны, уже ближе к концу. Потому что я на тот момент после учебы искала работу. У меня с первой работы не получилось, сорвалось, опять же, из-за нее уже, из-за самой этой короны. И поэтому вот я думала, что у меня есть время, и в целом я давно хотела начать YouTube, просто что-то всегда останавливалось. Начала именно с YouTube или сразу параллельно открыла несколько каналов или соцмедиа? Изначально вообще был YouTube. Потом я подумала, ну если я веду YouTube, я, по идее, в идеале должна бы вести Инстаграм и Телеграм. Я не сказала бы, что я Инстаграм веду, но я его использую больше как источник связи с подписчиками. Если у кого-то возникают вопросы, они мне могут написать. Или когда мы договариваемся о каких-то уже персональных вещах. Давай поговорим про твой канал. О чем твой канал? В чем специфика твоих тем?
Вообще, изначально я канал создавала для того, чтобы людям помогать с Мгм. приездом в Германию, Мгм. давать полезную информацию о работе, учебе и вообще жизни здесь. Мгм. Но сейчас уже источников намного больше. Мгм. По поводу Германии, мне кажется, уже в настоящее время очень много людей знает довольно много информации по поводу жизни здесь, потому что у каждого как минимум есть какие-то знакомые, которые здесь живут. Мгм. Не знаю, насколько сейчас мой канал актуален, естественно, да, там в плане подготовки работы, в плане языка это еще остается актуально. Сейчас я еще снимаю видео просто болталки, потому что, наверное, в последнее время я была немножко выгоревшая и решила просто, я все равно хочу снимать, но не хочу прямо сильно, как будто потерялась, что ли, в темах. Но сейчас я уже понимаю, наверное, как я дальше буду делать, в каком направлении двигаться. В общем, буду тоже экспериментировать. Ясненько. То есть в процессе времени ты подбираешь темы, которые подходят и тебе, и аудитории, и таким образом Да. оптимизируешь свой контент. У меня получается просто микс тем, и на самом деле я его создавала не для того, чтобы что-то продавать, я создала канал просто потому, что мне Мгм. хотелось делиться полезной информацией и хотела снимать. У тебя на канале на Ютубе сейчас больше 3000 подписчиков. Как развивался YouTube? Помнишь ли ты, когда пришла первая 1000 подписчиков? Может быть, это было какое-то видео или какая-то дата, какой-то всплеск, как это произошло? Всплеска не было, он просто развивался спокойно, то Мгм. есть подписчики спокойно росли. Мгм. 1000 подписчиков первые пришли больше, чем год я вела свой YouTube-канал, и потом, да, было Окей. более 1000 подписчиков. То есть ты не подключала какие-то коллаборации, рекламу Нет, или что-то такое? нет, Окей, то есть не сама по подключала. себе, в принципе, Мгм. в нормальной тенденции пришла к этой цифре. И за все это время, да, то есть сначала 1000, потом дошло до 2 и потом до 3 в итоге. Да, самое интересное, что когда канал достиг 1000 подписчиков, я стала меньше заниматься Ютубом, Мгм. и он уже сам по себе просто рос. Мгм. И растет до сих пор. То есть, так как я вкладывалась изначально в YouTube, я сейчас не вкладываюсь, естественно. Мгм. И, ну, это видно тоже, в том числе сейчас по моим видео, но я говорю, я все равно стараюсь хотя бы короткие видео полезные записывать и в планах дальше доделать. Но вот он сам по себе просто растет. Долго ты ведешь уже YouTube канал? Мне кажется, около 3 лет это. Какие 3 видео ты бы порекомендовала или, может быть, выделила особенно на своем канале? Я думаю, что полезно было бы посмотреть о поиске квартир в Германии. Возможно, я перезапишу уже актуальное видео, хотя мне кажется, что довольно много я полезной информации там упаковала. К сожалению, до сих пор вижу, что люди не совсем понимают, как искать квартиры. Потом, я считаю, что у меня довольно неплохие видео по поводу немецкой грамматики. То Мгм. есть видео, где действительно объясняются такие основные вещи, которые мне, например, было сложно понять, когда я изучала немецкий язык. И я поняла в каких-то моментах, как взломать эту систему, грубо говоря. И об этом я рассказываю. И пыталась сделать довольно короткие видео именно с грамматикой, чтобы было понятно, и люди могли потом уже просто сами Ты дальше преподаешь заниматься. языки, да? В настоящий момент нет. Преподавала, Но ты владеешь несколькими языками. да. У тебя чешский, русский в копилке, немецкий и, наверное, английский? Английский у меня на самом деле очень слабый. Это у меня сейчас моя следующая цель. Я сейчас искусственным интеллектом занимаюсь. Хотя бы разговорный подтянуть. Я А про это тоже записываю английский, видео. на самом деле, у меня не было в школе английского языка. Мгм. Был немецкий. Но надо сказать, что у нас был такой немецкий, что я не говорю, что в школе я вообще изучала какие-то языки, потому что, да, немецкий язык у меня уже нормальный пошел в университете Мгм. и дальше. Я уже Ам, сама занималась. Английский слабый. То есть у меня был курс, по-моему, я 2 месяца всего его сделала, потом я училась сама, мы даже как-то с подругой, она меня до B1 мгм. дотянула, и после этого я, естественно, английский не использовала, ну, где-то в путешествиях, естественно, я могу спросить, как пройти туда-то, ну, какие-то такие примитивные вещи, но английский у меня не на высоком уровне, и Мгм. вот сейчас я понимаю, что его все равно нужно подтягивать, поэтому занимаюсь сама пока что.
А чешским ты владеешь в совершенстве свободно или на каком уровне? Чешский у меня хуже, чем немецкий. На немецком языке я могу написать диссертацию, на чешском я этого сделать не могу. Мгм. Так же, как, да, естественно, бытовой чешский у меня на высоком уровне, потому что у Мгм. меня муж чех, мы разговариваем дома по-чешски, мне с ним удобнее всего по-чешски разговаривать. Поэтому. А насколько сам по себе сложен чешский язык? Вот, в принципе, если сравнить с русским. Честно, для меня чешский был сложнее, чем немецкий в плане грамматики, но это в целом адекватно, потому что мы изучали тоже чешский как иностранный. Это когда язык вообще учится же, есть два разных варианта. Язык как иностранный язык и язык как родной. А как иностранный чешский довольно сложен, потому что там 7 падежей, и в целом точно так же русский преподается здесь немцев, то есть после твердой, там полутвердой и мягкой согласной идут такие-то гласные и так далее, то есть там очень много таких нюансов, и я этого, честно говоря, не знаю, я уже потом просто на интуитивном уровне очень много научилась за счет разговора, за счет того, что сама занималась тоже по книгам. Касательно YouTube-канала, какие советы ты дашь новичкам, что стоит делать, чего делать лучше не надо? Но самое важное, наверное, нужно понять вообще, для чего люди делают свой канал. Мгм. То есть это точно так же я, например, начала делать, потому что мне хотелось просто снимать. У меня нет цели что-то продавать. Да, сейчас я могу что-то между тем продать, если у людей есть такой интерес, но я не продаю, я не занимаюсь какими-то толканием продаж своих услуг и так далее через YouTube. Это тоже нужно понимать. Вы хотите продавать или вы хотите просто снимать? Мгм. Разграничить эти две вещи. Если вы хотите продавать, то что конкретно вы хотите продавать, и уже из этого исходить и строить конкретно цель. То есть я хочу продавать вот это, Мгм. и на основе этого продукта мы уже делаем контент. То есть тогда уже мы занимаемся профессионально, смотрим, как работает маркетинг, смотрим конкурентов, то есть какие видео у них взлетают, какие нет и так далее. То есть у меня не было этой цели, я не занимаюсь продвижением своего канала, как это видно из числа моих подписчиков и из моих видео. Поэтому в зависимости от того, да. Для тебя это больше хобби или, так сказать, отдушина для того, чтобы связаться со внешним миром, поговорить на какие-то темы? Для меня это хобби, и я люблю себе показывать. У меня есть для тебя небольшой подарок. У меня телефон в руке, поэтому ты, пожалуйста, достань. Это Спасибо. небольшой презент. Небольшой данкешön за то, что Спасибо. ты приняла участие в сегодняшней съемке, в сегодняшнем интервью. М, Такой сладкий презент к чаю. Спасибо. Это что, турецкое, да? Ты знаешь, если честно, даже не знаю. Я люблю фисташки и подумал, что, возможно, тебе тоже понравится. Их любят все. В Спасибо. будущем планирую сделать целую линейку своей продукции, А, поэтому с чего-то нужно начинать. Это пока не мое, но потом посмотрим, что из этого хорошо. получится. И у меня к тебе есть еще завершающие вопросы. Мгм. 5 штучек. Они уже больше касательно личностного характера. Такой dive deep устроим в личностные темы. И первый вопрос из моего списка для тебя сугубо твое личное мнение, сугубо субъективное, да, то есть как ты это воспринимаешь, как ты к этому относишься. Что такое любовь? Любовь — это очень обширное понятие, наверное, на него можно отдельный подкаст записывать, но коротко, для меня любовь — это то, что каждый человек носит в себе, и то, чем он делится с окружающим миром. Очень коротко. Что для тебя счастье? Счастье — это видеть радость в мелочах, жить здесь и сейчас, наслаждаться, уметь наслаждаться моментом, не постоянно жить в будущем или в прошлом, а им быть здесь. Вот это вот, наверное, счастье. Что для тебя осознанность? Осознанность. М, Видеть ситуацию такой, какая она есть, без оценочных суждений. В чем ты находишь спокойствие? В себе. Я могу сказать, да, я нахожу спокойствие в себе, потому что я у меня есть, и я знаю, что неважно, что случится, я всегда справлюсь, потому что я бы могла сказать, я нахожу спокойствие в йоге, которую я обожаю, или в каких-то других моих хобби, но это не так, потому что хобби я найду всегда, я могу жить прекрасно без йоги, я найду другое, но именно какая-то опора в себе — это, наверное, основное. В чем смысл жизни?
наслаждаться ей. Замечательный ответ. И в завершение, что ты скажешь напоследок? Напоследок важно сказать: мечтайте и следуйте за своей мечтой. Это, наверное, самое важное. Спасибо большое за твое время, за интервью. Рада. Приятно провести время. Мне очень понравилось. Спасибо. До встречи.